Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Петр Васильев. Здравствуйте. Аграрии республики подводят итоги кормозаготовительной кампании. Удалось ли справиться с плановыми заданиями, расскажет гость студии. Вячеслав Гаврилев, руководитель Департамента растениеводства, мелиорации и материально-технического обеспечения Министерства сельского хозяйства Республики Саха-Якутия. Вячеслав Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем, я думаю, с главного. Как проходит завершающий этап кормозаготовительной кампании? В этом году по всей республике мы планировали 459 тысяч тонн сена заготовить. На данный момент мы, хозяйство, районы, население, они выполняют свои планы. Там более 20 районов, они заготовили свыше 80% от запланированных объемов сена. На данный момент по всей республике скошено более 300 тысяч гектаров сенокосных угодий, где заготовлено 408 тысяч тонн сена. Это 89%. Традиционно существует определенный план кормозаготовки. Какие районы лидируют, справились с заданиями, какие, наоборот, отстают? Лидирующие позиции на данный момент это Намский район, Алекминский, город Якутск, Нюрбинский, Хангаласский и другие районы. Да? Им удалось заготовить плановые объемы заготовки сена с помощью, в том числе, мобильных бригад. А отстающие? Отстающие это в основном северные районы, но там не так уж там критично, потому что численность крупнорогатого скота и лошадей там не такая большая. Например, в прошлом году из-за засухи или, наоборот, из-за проливных дождей были трудности с кормозаготовкой. Какие трудности возникали в этом году? В этом году таких крупных проблем столкнулись хозяйства Кобяйского улуса. Там была в большей части затоплена сенокосное угодье в местности Турбахы, и там очень крупные предприятия, там и Пылевина, там и другие, они там ежегодно заготавливают сено. Им пришлось долго ждать, когда вода спустится. В том числе из-за долговременных проливных дождей с трудностями столкнулись хозяйства Вилюйского улуса. Так, по иным районам таких крупных масштабных проблем не встречали. Насколько я знаю, в предыдущие годы, ввиду также засухи или дождевых паводков, существовала практика, так скажем, обмена или отправления заготовленного корма в другие районы. Будет ли в этом году что-то подобное? За последние 2 года мы столкнулись с тем, что на местах сена не могли хозяйства заготовить. Там мешали, как вы уже сказали, засуха, дожди, обводнение сенокосных угодий, в том числе саранча нам мешала. И из-за этого в 2021-2022 годах нам пришлось завозить сено из других регионов. Там 18 тысяч тонн мы завезли из Забайкалья, из Амурской области, в том числе и из Магадана. В прошлом году заготавливали сено на местах. Перевозка сена осуществлялась между районами. В этом году такую практику мы уже не будем поддерживать. Наш глава республики Асен Сергеевич сказал, чтобы сено заготавливали на местах, внутри района, в том числе на отдаленных участках. И таким образом мы дали 9 районам задание заготовить 14 тысяч тонн сена на отдаленных участках. Это те места, которые в отдаленности от 40 километров и более. Да? И эти 9 районов, они сейчас заготавливают сено. Сейчас, на данный момент, заготовлено 12 тысяч тонн от запланированных 16. И кроме этого, еще 17 тысяч тонн планируют заготовить также на отдаленных местах другие 8 районов. Эти объемы сена, они уже вошли в факт заготовки сена. И с помощью этих мобильных бригад нам удалось достигнуть 80% заготовки. Вы упомянули мобильные бригады, они в этом году работали. Как организована эта мобильная бригада? Существует порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов. Это с 2019 года. Средства направляются от министерства, от
от правительства в бюджеты муниципальных районов, а бюджеты муниципальных районов, в свою очередь, предоставляют субсидии сельхозтоваропроизводителю, чтобы он имел возможность на эти средства выехать на отдаленные участки и там заготовить сено. Ну, это же практика платная, насколько я понимаю. Ну да, это не платное, а сами мы направляем средства непосредственно самим хозяйствам. В этом году и, как и в прошлом году, мы направляем уже 1000 рублей за заготовку, 1000 рублей на заготовку 1 тонны сена. Вячеслав Владимирович, если говорить о обеспеченности кормами, возможно ли в Якутии полная самообеспеченность кормом? Насколько мы близки к такому или возможно ли это вообще в наших условиях? Ну, разумеется, возможно. Просто в прошлых годах, в 2008-2009 годах, мы по всей республике заготавливали более 500 тысяч тонн сена. А сейчас у нас план всего-навсего 459. Значит, у нас есть возможность заготавливать плюсом к этим нашим запланированным объемам еще 50 тысяч тонн сена. Но мы сейчас упор делаем не на заготовку сена, грубых кормов. Да? Сено – это грубые корма. Нам необходимо все больше расширять культурные посевы и заготавливать силос, залаживать силос. Это идет на продуктивность крупнорогатого скота, чтобы они больше заготавливали молока. Кроме этого, наше хозяйство заготавливает сенаж. Это тот продукт, который можно транспортировать, и также он является сочным кормом. А вот за счет чего, Вячеслав Владимирович, снизился объем заготовки именно корма? Опять же, это связано с вот теми дополнительными видами кормов, про которые вы упомянули? Да, в том числе. Потому что мы идем на продуктивность. Поголовье скота и лошадей, не лошадей, лошадей наоборот увеличивается, а скота уменьшается, в том числе за счет продуктивности. А какие хозяйства в Якутии сегодня занимаются семеноводством? Я думаю, это важно. Они выращивают корма самостоятельно. Есть ли у них возможность масштабироваться? Семеноводством занимаются такие крупные районы, как Амгинский район, Усалданский. В том числе планируем заготавливать семена в Нюрбинском районе. По крайней мере, от района идет предложение, да, чтобы они заготавливали на местах семена многолетних культур. Многолетние культуры, они хороши тем, что один раз его посеешь, и в течение 5-6 лет можно там без дополнительного подсева можно заготавливать на местах сена и сенаж таких нормальных количествах. Ну, это вот вы упомянули хозяйство в этих районах, а планируется ли их масштабировать? Да, ежегодно, не ежегодно, а начиная с прошлого года идет государственная поддержка этих семеноводческих хозяйств. Эти хозяйства нам необходимы для того, чтобы снизить уровень завозимого семенного материала, таких культур, как овес, и многолетний, по Нюрбе сказал, да, полностью самообеспечивается семенами, в том числе зерновых и кормовых культур, это в Амгинском и Усалданском районах. Ну, то есть это не банальное выращивание травы, это целенаправленное выращивание специализированного корма, Да, так? да, полнозрелого. А вот если, допустим, фермеры, сельхозпроизводители захотят заняться семеноводством, куда им обращаться? Вот по всей России имеется реестр семеноводческих хозяйств. На данный момент по зерновым и кормовым занимаются у нас 6-7 предприятий. Дополнительно еще войдут в этот перечень, начиная с текущего года, предприятия Хангаласского района и города Якутска. Дополнительно они пойдут. Вячеслав Владимирович, я считаю важно здесь остановиться на поддержке подобных занятий государством, Минсельхозом. Вот какая поддержка сегодня осуществляется? По подпрограмме кормопроизводства ежегодно, это начиная с 2017 года, ведется работа по поддержке кормопроизводства на местах. Это в текущем году мы направили средства в объеме 175 миллионов, а муниципалитеты, в свою очередь, консолидированно предусмотрели в своих бюджетах, в общем 181 миллион рублей. И в итоге
те средства, которые аккумулированы были в текущем году на программу кормопроизводства, составили более 350 миллионов. За счет этих средств приобрели более 150 единиц сельхозтехники, приобретались семенной материал, строились изгороди, силосные траншеи, сенохранилища, там это вот новое веяние, чтобы на местах заготовленное сено не теряло качество в течение вот зимовки. Ну, все чаще еще стали говорить о нехватке аграрных кадров. Как вы считаете, как можно в настоящее время решить этот вопрос? Ну, выпуском аграрных кадров у нас в республике занимается АГАТУ, Арктический госуниверситет. Ежегодно агрономы, зоотехники там выпускаются в пределах 100 бакалавров, магистрантов. Кроме этого, СХТ нам тоже дает кадры. Но надо иметь в виду, что вот эти специалисты, которые они выходят, все равно их надо на местах учить. Потому что готовых таких кадров все равно из вчерашних студентов не выйдут. И вот когда студенты проходят свою практику, ну, производственную практику, учебную практику, необходимо их вот привлекать на местах и с ними вместе работать, обучать их. Вот надо упор делать на это. Ну, мне кажется, здесь еще помимо обучения важна и поддержка от Минсельхоза и государства. Да. Есть ли сегодня какие-то программы молодых специалистов? Ну да, поддержка идет. Это когда вот новый специалист, который только выпустился из учебного заведения, он пойдет работать непосредственно на хозяйство, там имеется государственная поддержка. Это в дополнение к зарплате они получают надбавки. Вячеслав Владимирович, а вот выпускники АГАТУ в какие чаще всего районы отправляются проходить практику и, возможно, закрепляться на местах? Ну, это в основной массе они, ну, будь то очные студенты, которые обучаются в очной форме и в заочной форме, они в основном идут работать на малые свои родины, да? Но и в городе Якутске тоже есть хозяйства, которые привлекают студентов на практические работы, в том числе наш вот тепличный комплекс «Саюри». У них тоже работают. Вячеслав Владимирович, спасибо, что пришли к нам в студию, ответили на наши вопросы. До свидания. Это было актуальное интервью. До новых встреч.